Saygılı dostlar, akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Tedbirimizge hoş geldiniz. Biz şimdi 5 dakikadan Osman ve Edem Beytullayevlar ile konuşmamızı başlayacağımız. Siz ise o yerlerinizge yerleşebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.
Машла. Ой, это круто. Hoş geldiniz. Selam aleyküm saygılı dostlar, urmetli musafirler. Hoş geldiniz bizim Dülber, çok beklenilgen tedbirimizge. Ondan da gayrı şunu aytmak istedim ki bugünkü bizim tedbirimizni online şeklinde de bizim seyircilerimiz şimdi seyreteler. Olarını da can yürekten selamlaymiz QTV YouTube kanalında hem de Vkontakte ictimai ağlarda. İşte bugün endi belli olğanı gibi bu akşamımızı parlak, istidatlı, gayet kreatif iki ağa kardeşler yarıştıracaklar. Edem ve Osman Beytullayevlar. Keliniz algışlayıq da bir kere olarını. Aslında biz hepimiz biraz olsa da bilemiz neyle uğraşarlar olar. Lakin daha da yakınca tanış olmak için bir levhani seyretmeye teklif etem. Sonra ise sohbetimizni başlarmız. Кто мы? Вопрос задали, кто мы? Творческие люди. Да, нет, я больше все-таки художник, конечно, да. Ну, я как бы себя позиционирую. Ну, я это Творческий такого... человек, мне кажется, любой творческий человек, он не может просто быть в одной сфере, я думаю. Чем шире диапазон мышлений, то есть во всех каких-то других отраслях, тем он креативнее. Прадед говорил, то, что мужчина должен иметь 71 профессию, уметь. Да, то есть, ну, это утрировано, понятно, это как гиперболизация, но у нас почему-то вот как-то в крови, в нашей семье, в принципе, у крымских татар, уметь все делать. Эти молодые люди – настоящий симбиоз таланта, креативности и глубокой связи со своими корнями. Один художник, чьи полотна дышат цветом и эмоциями, другой – режиссер, оператор и клипмейкер. Они выросли в семье, где искусство было не просто увлечением, а образом жизни. Дом, наполненный творчеством, стал для них естественной средой, где с детства проявлялись их собственные интересы и таланты, а отец своим примером непринужденно поддерживал и направлял их. Мы были, во-первых, дети такие, которые, наверное, не провоцировали родителей, чтобы там нас били, я не знаю, или как-то... Нет, ну действительно так. Мы, в принципе, не были хулиганистами, мы как-то своими делами занимались. Не было никакого принуждения, что-то сказать, иди там рисуй, или то, другое, иди вон за барабанец, иди сыграть. Не было. Сам по себе бывало так, порисую, старший подойдет, что-то рисует, то другое, а про себя думаю, если он затянется, вот вижу, да, но не говорю ничего, вижу, как вот ему нравится, и раз что-то вот так ему брошу, что-то говорю, вот, а вот это вот так сделать, и ухожу обратно. И он таким старанием так это рисовал, особенно вот эти Бэтмена рисовать любил. Эдем, когда был ребенком? О, так ты... Я на самом деле очень спокойный ребенок был. Так у него, я не знаю, Баш до сих пор рассказывает, прикол с машинками почему-то. Я Нашка всегда рассказывала. Эдема подведешь, там заработаешь, подведешь, тогда ларьки были в 90-х. И говорю, какую машинку хочешь? Там большие были, всякие. Он так становился и смотрел, и самую маленькую выбирал. Я тогда уже удивлялся. Думаю, сейчас какую-то самую дорогую выберет, наверное, возьму ему. А он маленькую брал. И дома садился и играл с ней. Четко выбирал, что ему надо. Вот у него вот это вот с детства. Я вот когда брал эту модельку, мне казалось, вот, наверное, это как вот такое видение кадра, что ли, может быть. И я вот с ней визуализировал, как она дрифтует, как она заходит в поворот. Старший у меня, я брал его в руки, он очень любознательный, у него такая любознательность, браток. Вот он сидит у меня, и он показывает, он говорит, ему не знаю, там 9 месяцев, он говорит, я говорю, мотоцикл, он говорит, вот так, машина, кран, говорит, КамАЗ, вот так прям целый вечер он мне все, вот вопросы, это что, вот, и я ходил, ему это показал, у него очень вот это вот любознательность, вот все хотел узнать, что увидеть. Все-таки поддержка была в основном.
То есть не было такого, то, что, допустим, вот творчество не приносит деньги, давайте завязываем. Такого не было. Осман с юных лет почувствовал тягу к визуальному самовыражению. Его руки сами тянулись к кисти, чтобы воплотить на холсте мир сквозь призму своей души. Эдем же, чувствуя ритм жизни, нашел свое призвание в движущемся изображении. Сила братьев Бейтулаевых заключается в их тандеме. Они не просто братья, но и партнеры по творчеству, чьи навыки идеально дополняют друг друга. Ну, у меня выхода нет просто. Приходится. Осман ага рисует, мне заставляет снимать. В любом случае, это знаете как? Это вот как иметь, то есть, сольную карьеру или быть в группе. Хотя нет, это, наверное, не так. Мне кажется, это все-таки... Ну, мне нравится, допустим, все-таки больше, когда братья даже. В каком-то степени. Братские, так сказать, братское движение, так сказать. Или может из-за того, что я брат. Айден братишка, может, я поэтому говорю так. Ну, это еще, это просто исторически так сложилось, то, что цель достигается с братьями всегда лучше, веселее, и когда в команде работаешь. Иной взгляд порождает и особый подход к любой информации. Критическое мышление, которое стало неотъемлемой частью творческого процесса братьев. Их способность видеть другую картинку, переосмысливать реальность и находить глубину даже в обыденном – это то, что делает их творчество таким притягательным и значимым. Если идти на компромисс, вот там, наверное, уже творчество немножко страдает. Одно из самых главных таких нюансов – это самокритика, критическое мышление. Это очень важно. Даже если у тебя есть насмотренность, у тебя есть какой-то опыт, если у тебя нет критического мышления, то не получается отсечь что лишнее. То есть я очень часто снимаю очень хороших много кадров, но вот выделить что-то одно, это надо как-то отсекать. Чтобы было что-то такое креативное, то нужно отсекать что-то максимально такое массовое и, как сказать, простое. То есть и за счет этого мы выбираем, наверное, из-за этого и получается что-то более уникальное. Мы стараемся сделать так, чтобы, допустим, не только там, какой-то человек, который не разбирается, посмотрел, как-то так сказал, ух ты, неплохо, вроде бы прикольно, понравилось, класс. А чтобы, допустим, даже профессионал какой-то посмотрел и как бы даже, чтобы нам не стыдно даже было во весь, любой из точки мира, увидел и как бы ей это понравилось, то есть сказать, то есть достойный, допустим, ролик или достойная там какая-то работа определенная. Если ты берешь самую высшую цель, то ты в любом случае вот эти средние какие-то уровни просто перепрыгиваешь, ставишь большую цель. И нам это всегда, получается, внушал. И мы всегда стремимся, даже если когда мы рилс делаем с Османом, мы всегда рассчитываем, что этот рилс выстрелит на весь мир. И это вполне реально. Бейтулаевы – яркий пример того, как можно современно и креативно интерпретировать культурное наследие. Они не забывают о корнях, но дают им возможность дышать в новом контексте. То, что нас как раз-таки отличает от других, это наш крымско-татарский, то есть крымско-татарская тематика, если мы ее используем в любых сферах, то тоже отличает нас от других. То есть это изюминка как раз. В нашем народе есть в каждой деятельности будут использовать и находить вот это богатство и будут применять это в своей деятельности, это будет круто. Очень важный момент выражать свои работы по самым современным методам. То есть я часто вижу, у нас есть очень много талантливых, креативных, творческих людей, но они а достаточно сильно отстали в выражении своих идей. Я считаю, это нужно популяризировать через самые современные источники. Мне Аллах шкурле олсун, они на правильном пути. Они и для себя делают, и для народа делают. Они делают то, что могут. Хорошо хотят сделать. Конечно, радуюсь. Так что я думаю, что на хорошем пути, и я думаю, что еще будут удивлять и делать хорошее для своего народа. Им надо идти, чтобы наш народ узнал весь мир.
İşte мына бөле егетлер бүгін бізден бері белікте. Керчек айтсам, мен кеченлері мұсафірлікте олдым. Evlerinde ve meni ne şaşırttı aslında Edem Osman da babalarının saatlerinin icat hakkında konuşabilirler, müzik hakkında, kino hakkında ve bugün Riza Ağa bizi aramızda. Hoş geldiniz Riza Ağa. Edem ve Osman'ın babası. Ve ben hatırlatam aslında Fayton grupası var idi ve Riza Ağa da Yusuf Ağa yanınızda. Hem de Remzi Ağa Fayton grupasının çalgıcıları ve solistleri ediler. Aslında anlaşıla ki böyle icadi Kur'an'da doğulgan evlatlar elbette ki istidatlı olabilirler. Lakin ben bilem ki aslında Osman filolog, Edem ise jurist. Nasıl oldu da siz sanatмен уграши başladınız? Как вообще такая искра появилась, и вы начали увлекаться искусством и творчеством? Отвечай. Юриспруденция очень интересная профессия, очень интересная, затрагивает очень много разных сфер в жизни. Это действительно очень творческая профессия. Но когда я поработал немножко в суде, когда я позаполнял почту, поковырялся немножко в этих документах, и меня бюрократия убила. Я понял то, что это прекрасная профессия, но немножко выбор путь тоже нелегкий, но более творческий. Без такой, все-таки юриспруденция достаточно такая ответственная работа. То есть судьбы людей решаются. Да, можно, конечно, тоже фильм заснять такой, когда будут решаться судьбы, но то есть путь другой немножко. И да, бюрократия. Не очень люблю ковыряться в бумажках. Ну, мне кажется, вообще такая внешность бы немного отвлекала в судах. С молотком. У меня немножко, я не знаю, даже на протяжении восточной филологии, в принципе, с самого детства, оно, не сказать, что оно было параллельно шло, то есть была школа, и параллельно искусством все равно занимался как бы с самого детства. Не сказать, что, может быть, возможно, не профессионально, но параллельно шло, то есть и во время того, как я поступил на восточную филологию, как бы та атмосфера, которая там была, наши преподаватели, здесь тоже преподаватели есть наши. Да? Да, Лив Золотя и много кто, кажется, еще есть. Это было, то есть, в принципе, мне кажется, даже там, но это было все равно творчество. То есть, да, даже там, допустим, какие-то есть, я даже в филологические фестивали какие-то участвовали, мы параллельно я участвовал как бы и изобразительное искусство. Вот. А после, да, уже после, когда я поступил уже на архитектуру, там, правда, не доучился, но тоже занимался уже более творческой деятельностью. Ну, надо отдать должное. Вот в восточной филологии я тоже учился. Это не учеба, это как будто родной дом твой. Приходишь и со всеми общий язык находишь как-то. Даже атмосфера не совсем такая, которая располагает учиться. Ну, итог. Да. Итог. Да. Я айтмақ істередім ки, аслында аға қардашлар ана тілімізде де пек güzel лaf етелер. Мен керчек айтсам пек шаштым, evlerine барып, бабалары, нен өзлері де өзара ана тілімізде пек güzel ve serbest laf етелер. Ve мен хатırlatam сайгыл достар, егер де суалеріңіз олса, бізде анда микрофон бар, қолыңызды көтерсеңіз, біз сізге сөз берерміз. Мен емінім ки бережек суалеріңіз де бардыр. Ваши работы очень отличаются своими задумками, креативностью, каким-то особым взглядом. Вы даже одеваетесь не так, как все. Что вы хотите передать миру такими способами самовыражения? Что вы хотели бы сказать? Отвечай, да. Говори ты. Эдем, Ну, давай. Есть разные пути у нас были, когда мы, так сказать, захотели заниматься именно в этой сфере. Ну, в первую очередь, это я думаю, у каждого крымского татарина, у нашего народа, в принципе, есть какой-то долг продвинуть свой народ в какой-то сфере, быть полезным. И мы поняли то, что мы через свою сферу творчества можем быть очень полезными, потому что года идут, рождаются дети, которые, в принципе, мало знают нашей истории, о наших каких-то тяжелых, когда были тяжелые времена. И с помощью роликов, с помощью
Османага рисунки, и я это фиксирую все на камеру. Мы решили рассказывать наши истории, да, не совсем длинные, коротенькие, но рассказывать истории о наших каких-то проблемах, о наших радостях, то есть разные ролики бывают. И вот так. И в принципе, честно говоря, когда мы интернет смотрели, допустим, очень мало контента было, который рассказывал бы о этих проблемах. И мы решили в какой-то степени на себя взять эту ответственность. Иногда получалось так, то, что идеи приходили, когда мы находили какой-то интересный язык. То есть с помощью определенного способа рисования, там, допустим, с водой, или эбуру, мы находили подходящую историю. И оно складывалось и хорошо выражалось. Вот. И я думаю, любое творчество, оно имеет какую-то главную свою идею, которую, в принципе, рассказывает та или иная история, идея. Вот, вот так. Вы просто видите как-то вот Видишь. интересно, не так, как все. Это что? Это насмотренность, это какое-то воспитание с детства. От чего эта креативность зависит? Это, скорее всего, это воспитание, скорее всего, да, то, что нам привили с детства, допустим, вот, а нам, я тоже как-то говорил, то, что она, в принципе, она не была там ни режиссером, она была, да, она закончила фортепиано, но у нее вот это чувство понимания кино, она, допустим, как я и отец тоже, бабам, МДМ, они тоже разбирались в кинематографе, допустим, мама. Она, допустим, знала, она разбиралась в актерах, она могла посоветовать хороший фильм, то есть с самого детства. Она по профессии была Мама. мама. Лучшая профессия. Да, лучшая Да, профессия. И так длилось, то есть, и потом уже исходя из этого мы просто смотрели, анализировали, то есть насмотренность, да, хорошее кино, хорошая музыка, изобразительное искусство, то есть старые мастера. Ты смотришь, анализируешь, учишься. Но мы жили в творческой семье, и постоянные эти встречи, мы постоянно с бабушками ездили на концерты. Я вот помню, где-то лет 5 мне было, это постоянно шаляле, это какие-то концерты, какие-то интересные люди, музыканты. Естественно, и отец всегда нам ставил какие-то даже по телевизору интересные передачи. Это какая-то документалистика. И водил постоянно нас. Вот я помню отпечатки такие в памяти, как я в Узбекхан Джами ходил. То есть какая-то, казалось бы, в 90-х годах, вот 2000-х, жизнь не была такой прям богатой. Там. Мы не имели больших каких-то финансовых возможностей, но я вспоминаю свое детство, и оно было прекрасно. То есть, да, Аллаху ачух шукур. Мы жили в Старом Крыму, то это есть, такой. Да, мы в Старом Крыму тогда жили, и была и музыка, была и живопись. И природа. Да, природа. И море. И как вы заметили, до сих пор как бы эти репетиции, эта Да. музыка дома продолжается, вы играете частенько. Да. Что происходит вообще? Вот у вас вот эта комната, где мы были, это студия, это что вообще? Расскажите. Вы что-то репетируете, что-то готовите? По поводу репетиции, наверное, больше к демо. Мы также продолжаем с отцом, с дядей репетировать, какие-то интересные наработки делать. То есть группа «Фаэтон» начнет свою деятельность, насколько я понимаю. Мы работаем над материалом О, как интересным, да. интересно. Также Осман Зейтулаев, тоже наш брат, мы с ним готовимся к квартирникам. Постоянное движение какое-то, какие-то новые идеи. Просто приходят, допустим, наши знакомые, которые тоже поют, играют. Это, знаете, как я вот в видео говорил, невозможно быть творческим человеком и быть вот в одной определенной сфере. Можно, в какой-то степени, наверное, да. Но в моем случае, и в случае, допустим, отца и многих, которые я знаю, знакомые, которые творческие люди, они в разных сферах, понимаете, то есть и в музыке, и в живописи двигаются, и архитектура. То есть это такой, понимаете, это просто вот, когда у тебя энергия копится творческая, ее надо выплескивать. То есть, я на барабанах играю, это такая терапия. То есть когда наполняется, я, допустим, монтаж делаю, я встаю, играю на барабанах,
успокаиваюсь, обратно. То есть смена, то есть иначе, наверное, с ума сойдешь. Вы играете на барабанах, вы играете на... Я играл немного на барабанах, немного на гитаре, когда еще файтон, когда я старше Эдема. Как бы все думают, Вот, что я что почему-то я всегда младше. думала, что Эдем старше, Да. вы младше. А у вас в творчестве как? Кто главный, кто старше? Вы как-то делитесь на это и как часто спорите? Нет, споры бывают, но все-таки, ну, последнее слово, мне кажется, нет. Есть последнее слово, вот если, допустим, касается, там, допустим, режиссерского какого-то взгляда, допустим, или у меня, наоборот, допустим, последнее слово за мной, если это касается больше какой-то живописи или что-то такое. Ну, споры подобное. бывают. Это, говорят, в споре рождается истина. Ну, не совсем в споре, но иногда прям такие баталии бывают. То есть, ну, потому что, понимаете, если у меня есть какая-то идея, я ее защищаю. Осман ага атакует. И я держусь до последнего. То же самое с ним. Потому что если мы это не будем делать, наверное, не будет какого-то... Ну как, понимаете, вот я сделал что-то, допустим, там какой-то кадр, какой-то сценарий написал. Если мы будем сразу его нахваливать и принимать таким, как он есть, это будет не, как сказать, не как с алмазом что делают? Неограненно. Неограненный алмаз, да. То есть оно не будет проделана работа. То есть и да, споры. И, А главный да, есть главный. в вашей команде? да, нет, наверное. Все. В какой-то сфере, то есть если это касается рисунка Осман ага, естественно, там как бы в большинстве случаев. Если в режиссуре, то ну, нету, скорее, наверное, нету, да. То есть мы, в принципе, в большинстве случаев как-то так получается, то, что у нас цели и, наверное, эта конечная точка, она почему-то всегда у нас совпадает. Вот. И нет, прям выраженный. Вы прям на все руки мастер, и художник, и музыканты, и клипмейкеры, и оператор. Все же, кем вы себя больше позиционируете? Если когда Кем? В чай? Я, наверное, я со временем понял, что больше тянет меня на изобразительное искусство. То есть я всегда, есть такое, мне так, я так к этому подошел, то, что что получается со временем, тебе начинает все больше и больше нравиться. Просто вот этот сам путь, ты находишь себя. Мне кажется, больше, все равно мне нравится именно кинематограф. Это то, что все вот эти сферы, которые мы перечислили, их можно как бы симбиоз, кинематограф — это симбиоз вот этих всех тем. То есть все это можно использовать и подать. Мне так кажется. Эдембей. Кто мы, да, вопрос был, да? Кто вы? А. Клипмейкер, режиссер, Нет, ну, оператор. там, конечно, на афише было написано то, что я клипмейкер, ну, Не так? в том числе, конечно, но в первую очередь я кинорежиссер, да. Понимаете, вот почему мне режиссура близка? Наверное, из-за того, что я прошел обучение, учился юриспруденции, и действительно вот эти модели истории и как они решаются в суде, то есть оно чем-то похоже. То есть это все философические, как сказать, эти проблемы, решение этих проблем. И в первую очередь, да, я кинорежиссер, но понимаете, в чем дело? Режиссура, она в совокупности все это вбирает в себя. То есть можно и театр заснять, и все что угодно. То есть, и этим, наверное, мне нравится, потому что она максимально пластичная. Я через режиссуру могу практически абсолютно все показать. И это прям вот действительно свобода, что не было в юриспруденции. Если, сайгыл достар, суаллеріңіз олса, сеслендіре білесіңіз, буйрунuz. Мы с вами вот как с такой творческой семьей познакомились в 2018 году, когда вышел ваш ролик о депортации 18 мая. Давайте мы напомним, посмотрим, а дальше продолжим потом беседу. Görmeyen şeyimiz kalmadı baba. Çok şey gördük. Gece geldiler bizi uyuttular. Uçsaldan geldiler ve şöyle nasıl. O vakti aşamamız yok idi, orbamız da yok idi.
Sonra geldi poyuzya doldururlar. Bizden alkışlardık oluyor. Ulan günü yok ya olman günü. Yolcu bırakırdık. Türemişler. Bunları çıkardılar da asfalt ettiler, barakları bizi koydular. Tip oldu, tip hastalığı. Birbirine. Bizden uyanık koydu kova, dan çok oydu. Babam Ağustos'un 29'da hastalandı, Sentyabr'ın 3'üne öldü. Sentyabr'ın 3'ünde uca kar var idi, korkusu olsa da Sankas'a kayıp polisini, iki dostu, komşularımız, iki adam altında koydular. Onda da kazılmazdı, buzlu uca. Apkıda kazdılar, onda sonra kaşkırlar, aldılar aşağıda. Geri gitmez kazdılar. Bunları unutursun ham bir kere unutmak. Это на самом деле очень трогательно, очень оригинально и очень интересно. Как возникла вообще идея? Я так понимаю, вы рисуете на воде. Это история вашей Хартана? Нет, это Буйкана, которая голос. То есть голос, или там в конце был постер, и там видно то, что там их трое. Изначально как идея, расскажем, наверное, скорее всего. Да. Идея возникла, я тогда один период жил в Турции, в Стамбуле, долго там находился. И как-то попала мне такая техника интересная, она сложная, но интересная. Когда уже приехал в Крым, и, во-первых, тона черно-белые. И как-то с Эдемом говорили об этом, и он говорит: ой, а давай к 18 мая, то есть и темно, и можно много о чем рассказать. И это возникло все-таки, сначала была техника, а потом использовали ее к 18 мая. Вот. История бабушек, которые там Буйкана, там три гартнашки, которые с нашего района. Голос, который, кстати, вот голос, я последнюю фразу, я этот ролик очень часто слышал, но вот последняя фраза ее, до сих пор у меня мурашки, и меня так пробирает, то есть эффект до сих пор присутствует, сколько бы я его ни смотрел. То есть заслуга ее, как она говорит, Эдем часто любит рассказывать про ее диалект, и как она разговаривает. Она как будто поет. Да. Говорит, и она говорит, кстати, это, так получилось, то, что Эдем, он записывал просто на телефон, и общаясь с ней, она потом, ясно дело, что она согласилась, то есть не было такого момента, что... И поэтому все это непринужденно и так от всего сердца вся эта история происходит. Мы думали, искали идею, да. Идею, и бабашка предложил такую идею. Да, Бабанос участвует. Да, Берабер. Мы ее обговорили. То есть было, конечно, поздно немножко. Это было 16-17 мая, и мы за ночь пришлось вот так нарисовать. Вот это вы за ночь сделали. И нарисовали у себя на втором этаже. Теперь жалко стирать. Sayılı dostlar, sorular olsa buyurunuz. Seslendire bilirsiniz.
Немного о нашем шоу-бизнесе хотелось бы поговорить, так как Эдембей с недавних, нет, уже давно, наверное, снимает клипы. Но вы долгое время жили в Турции, и вот сейчас уже живете в Крыму, и наверняка вы уже следите за тем, как работают, что снимают, какие песни, какие клипы, какие фильмы. Что скажете вообще, ваша оценка? Что радует, что расстраивает? Ну, шоу-бизнес. Ну, честно говоря, немножко громко сказано. Да? Да, если быть честным, да. Потому что шоу-бизнес, он все-таки подразумевает прям какую-то индустрию, то есть где действительно происходит большое количество зарабатывания денег, также контента, то есть где есть большое количество, так сказать, это происходит большой оборот. А у нас что, зародыш? Ну, шоу-бизнеса у или- нас мы стараемся это как-то двигаться на уровне. Ну, что могу сказать? По поводу музыки, я думаю, мы все видим то, что есть разная музыка сейчас, экспериментируют. Где-то получается достаточно кричащая, провоцирующая. Кто-то делает действительно очень хорошие треки. Ну вот могу отметить Фатма Гурзуфу, где-то она здесь была. Ой, она здесь, да. Вот. Салям алейкум. Я с ней тоже работал и работаю. То есть у нее уникальные песни, потому что видно то, что есть, вот когда мы говорим насмотренность, а вот у нее вроде, как сказать, есть какая-то база, которую она очень много слушала. И турецкий рок, и фольклор, и все остальные другие интересные стили. И за счет этого формируется в подсознании эта база. И вот то, что мы видим, то, что у Фатмы получается, это вот последствия той базы. То есть очень интересно. С одной стороны фольклор, с другой стороны, там, можно сказать, электронные ритмы идти. И ничего друг другу не противоречит. Звучит очень гармонично, очень талантливо. Вот. Ну, с Фатмой вы работаете. Да. Давайте какие-то другие имена еще назовем. Вы хотите, чтобы я кого-то ругал или восхвалял? Ну, как хотите. Ну, кино у нас с кино очень тяжело, потому что нету, так сказать, никакой инфраструктуры. Ну, то есть ничего располагающего к кино сейчас нету. Ну, есть университеты, есть институты, обучается, но двигаться дальше, здесь, конечно, так сказать, этих лестниц, как сказать, лифт, как, ну, возможности двигаться тяжеловато. То есть вот я просто по своему опыту скажу, то, что чтобы сделать хорошее кино, нужно действительно очень-очень сильно работать, то есть пахать. То есть не все смогут такую, как сказать, работу производить. То есть здесь проблем, ну, просто даже оборудование, чтобы арендовать, здесь недостаточное количество есть, допустим, каких-то локаций. Просто профессионалов нет. Допустим, если когда был опыт в Турции работать, когда я фильм снимал, я просто говорил, мне нужна вот такая локация. Есть человек, который специализируется по поиску каких-то локаций. И мне приходили варианты, я выбирал. То есть мне не надо ходить и искать. А в наших реалиях я иду сам, еду, смотрю, и это большое количество времени проходит. И так во всем, начиная со сценария и заканчивая тем, чтобы этот фильм взять и презентовать, допустим, на кинофестиваль. Это очень сложно, и потому... Это возможно, но да, сложно. Да, возможно. Этот путь очень сложно. И здесь это не, как сказать, еще нету этой тропы. Ну, допустим, вот, ну, любой даже короткометражное кино или любой клип, то есть нам приходится, в принципе, все делать самим. Да. Но вы снимали уже какие-то Да. У короткометражные меня есть фильмы. несколько короткометражных фильмов. Вы их где снимали? Первый фильм я снимал в Турции, в Стамбуле. Было приглашение, мне предоставили. Вот там была действительно налаженная система. То есть сценарий, я даже, ну, человек даже предоставил свой сценарий. Ну, у него было несколько, я выбрал один из сценариев. И работать было в разы легче. Я на съемочной площадке, я говорю, такой цвет. И буквально в течение там, 15 минут оно устанавливается. То есть это очень облегчает процесс съемки фильмов, да, работы.
А когда я уже дома снимал, это все я делал сам, не поверите. Просто даже вот у меня один кадр есть, где наш герой лежит на кровати, и мне нужен был план снимать его сверху. Я взял перфоратор, штробил свою стену и туда прикрутил целую конструкцию, чтобы это происходило. У нас теперь есть конструкция Да, на она стене до сих и пор- бабушка в зале. Оно до сих пор стоит. Я вот так сплю и смотрю на эту штуку и вспоминаю этот фильм. Вот. Полдома А в реквизит. случае, когда есть команда, это делается по щелчку пальца. То есть вот такие нюансы. И так Что нам нужно сделать, чтобы Что хотя бы какого-то уровня достигнуть здесь у нас в Крыму на родине? это в первую очередь идея. То есть если идея есть хорошая, сформулированная идея, реализовать это, конечно, возможно, да, действительно надо будет очень сильно попахать, но главное все в идее. То есть если идея хорошая, рано или поздно через соцсети или через какие-то другие источники она просачивается и становится популярной. То есть я-то, конечно, сейчас говорю достаточно, как сказать, не оптимистично, но если есть идеи и стремления, это все возможно. Вот вопрос, наверное, в этом. Как и во всем искусстве. Но вы очень мало, только Фатму назвали. Вы что, совсем не следите за Не, нашими ну артистами? я... Я здесь видела Ясмину Аракаеву. Здесь Не, вот, ну, Перечислять каждого, и Не, слишком просто- много, мне кажется, даже. Конечно, конечно. Зарему Халитову видела. Да-да. Ну, Я просто сказал, как сказать, я выделил ее из из-за того, то, что я представленцев. с ней давно работаю. Мы еще, кстати, с ней родственники с Фатмой. Оказалось, да, как в том анекдоте. Да. И из-за того, что мы тесно работаем, мне почему-то она пришла в Ты голову. знаешь просто бэкграунд, ну, как бы Да. отчасти просто И общения. еще очень важный нюанс, то, что когда работаешь с человеком, который тебе говорит, Эдем, вот работа, вот делай, как видишь, и все. То есть очень часто бывает то, что люди, не понимая, как это все работает, как это все строится, как это транслируется, выражается, заблуждаясь, диктуют какие-то свои видения. Можно это делать, но в первую очередь это нужно проводить через призму режиссеров или каких-то исполнителей. То есть, а вот с Фатмой было легко работать. Она сказала, Эдем ага, вот как хочешь. И я считаю, очень прекрасно, вот одна раз уже работа есть, получилось прекрасно. Один был съемочный день, кстати. Были еще дети, которые на фоне ну вот кричали. к всё клипам это еще время. Да, вернемся, да, мы да, о клипах да. еще поговорим. Немного о художественном, крымско-татарском художественном мире хотелось бы поговорить. Османбей, вы рисуете. Кстати, это вот все работы Османа, можно будет поближе потом посмотреть их. Вы следите за нашими художниками? Кто вам нравится? Что вас радует? У нас, я всегда говорю то, что крымско-татарский народ, наш народ, он очень талантливый. Но даже взять просто детей, любая сфера, особенно, ну, изобразителей, у нас художников очень много на самом деле, то есть у которых есть свой язык, своя кисть и узнаваемый, то есть это очень интересно. Много конкретно вы хотите, Да, чтобы я сказал, конечно. да. Кто вам нравится? Я Кто вам интересен? да, подчеркну, Рамазан Усинов, кстати, я сегодня видел. О, да, Рамазан Ага здесь. Да, Рамазан Ага. Очень нравится. Много художников, то есть особенно даже начинающих художников. Если перечислять, Зарема Тарсинова, конечно. Зарема Тарсинова, Я очень интересный стиль. Честно, я вот это просто, Зарема. да, Зарема Ханум, это чувство. Вот я только сегодня, кстати, вспоминал. Это я учился в Старокрымской школе во второй Милли Мектеп. И вот эти книжки Анатолия Эдебиаты, и там вот эти иллюстрации, которые просто переросли какие-то чувства. И я до сих пор помню эти иллюстрации, это виноградная лоза, девушки, Да, да. плетен фес. И до сих пор это какое счастье, если спустя, допустим, если я или кто-то, или какой-то художник будет делать такое, и в будущем у кого-то будут такие ощущения. То есть ощущения, будто эти воспоминания, которые носят нас в самые дебри, куда-то туда в детство, и не только в наш народ, наверное, скорее всего, и далеко-далеко-далеко.
Вот очень хотел бы круто. еще по поводу наших художников. У нас действительно очень интересные креативные художники. И иногда вот у меня даже в детстве были некоторые такие заблуждения по поводу живописи, по поводу художников. Вот есть много интересных, известных уже веками художников, которые, допустим, Пикассо, Сальвадор Дали и так далее, там, Ван Гог, то есть которые сформировали свой стиль. Казалось бы, если смотришь, думаешь, это какая-то нелепость. Но это совершенно не так. Эти художники им умеют, я уверен, больше чем уверен, классический портрет, пейзажи, они умеют это делать. Но они на этой базе формируют свой язык, не киноязык, а художественный язык, который подчеркивает именно свой самобытный такой стиль. Вот. И также вот у нас наши художники это имеют. И очень прекрасно практикуют и выражают в картинах. То есть просто это я к тому, то, что вот такое, когда ты мальчуган и не понимаешь, а почему это так нелепо выглядит. Нет, это стиль. Это такое выражение художественное. И многих наших художников именно по стилю можно и отличить. Да. Вот тот же самый Рамазан Агаусинов, Да. его работы видны сразу. Да. Османбей, у вас сложился уже свой какой-то определенный стиль? Вот я вот эту работу видела у вас, когда была в мастерской, она, по-моему, была незавершенная. Вы Я ее сегодня- за ночь? Да, с утра. Супер. С утра. Вот это вот с джезве. Машалла, ну там было очень много работы. Ну, да, это был фестиваль, вот на фестивале попытался начать его, и вот сегодня закончил. Ну, не закончил, точнее, ее можно еще рисовать. Но тоже интересно, почему Да, наливается... там был замысел, да. Что Я думаю, это? нет, надо сказать уже после, когда сделаем рилс, наверное, потом эту идейку я расскажу, Да? иншалла, да. Ну хорошо. Суаллер бар мı saygılı dostlar? Buyurunuz, utanmanız. Суаллер olsa. К клипам хотелось бы вернуться. Эдем Бей снял, в принципе, достаточно клипов. Это мини-ролики для Адиле Абсаитовой, для песни «Ошек». Также для Фатмы Джапар, вот это с белыми глазами, Да. которое было очень много критики, почему, ну, разные реакции у людей вызывало. И, конечно же, для Дели Дамира «Маск», который участвовал в Хараденгас премии АСы и получил награду как лучшая операторская работа. Давайте посмотрим этот клип, а потом поговорим. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, SpaceX, SpaceM. Yeni hedefim bu Mars. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, Tesla, Roadster. Hadi bas gaza bas gaza bas. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, SpaceX, SpaceM. Yeni hedefim bu Mars. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, Tesla, Roadster. Hadi bas gaza bas gaza bas. Bunu yaptım sanki rockstar, yeah. With the family, cousin Nostra, yeah. Россия им так будто звезды, ey. Neredir benim Oscar? Nerede? Sizin ölçüleriniz bembeyaz. Dileğinde buz, kalbimde ayaz. Benim adım Deli Damir ama onlar bana derler yaramaz, yeah. I'm a bad guy, bir elimde ice, ikinci elimde tek nine. Ratatata, bu deli vibe, bu deli kalp, ne güzel olay. Al sana yeni mektup, yeni mektup. Check this tape. Al sana yeni mektup, yeni mektup. It's a new age of rap. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, SpaceX, SpaceM. Yeni hedefim bu Mars. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, Tesla, Roadster. Hadi bas gaza bas gaza bas. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, SpaceX, SpaceM. Yeni hedefim bu Mars. Yine de oyundayım. Onlar derler bana Musk, Tesla, Roadster. Hadi bas gaza bas gaza bas.
Ну вот, казалось бы, обычная локация, танцующие ребята, ну, красивый бикир, конечно же. Насколько важно выбирать, как вы вообще выбираете стиль съемки? Казалось бы, вроде простая задумка, но как стильно, красиво и креативно. Ну, как я ранее говорил, это все с идеи начинается, песню прослушиваешь и фантазируешь в голове, что ты видишь. И я видел вот эту динамику, понимаете, энергию. И, ну, наверное, видно даже, допустим, я этот клип снимал без стадикама, сейчас вот очень модно снимать все на стабилизации, чтобы ровненько было. А я, чтобы передать полностью динамику, я это все снимал с рук, чтобы было дрожание, чтобы вот эти были... То есть это все формирует вот этот образ такой мощи. Вот. Вы его сами сняли, сами Да, срежиссировали. Да. Просто многие иногда, ну, как сказать, я получил награду за операторскую работу, но я в этом проекте делал с Усманом все. То есть мы по факту продюсировали Бикера, то есть у нас совместная работа. То есть Это третий клип. для это Бикира. третий клип, да. И мы с Усманага делали ему эту куртку, ее перекрашивали, формировал Усманага узор Еще и определенный. стилистами выступили. Да, то есть все досконально. Это, понимаете, в чем дело? Это не из-за того, что мне это именно хочется сделать. Нет, это из-за того, что здесь нет таких, как сказать, ресурсов, где я мог прийти и сказать художнику вот так, вот так, вот так. Да, я могу направлять, но сделать, конечно, хорошо, когда это делегируется. Вот, локации. А где вы снимали этот клип? Так, что там у нас? Первая локация — это Севастопольская эта трасса, там вот эти горные срезы. Вот. И вторая — это Сюрень под мостом, а третья — это Меганом. Просто понимаете, в чем дело? Все дело еще в то, как именно это снять, то есть через какую оптику, с каким цветом. У нас на самом деле просто это все получалось спонтанно, то есть я эту увидел, допустим, локацию, я запомнил эту локацию, то есть это все формируется вот как-то в большинстве случаев спонтанно, потому что искать тяжело. Вот, даже вот сейчас у меня один проект будет небольшой, нам нужна была крыша. Вот найти крышу такую, чтобы был закат и закат был виден, то есть это уже задача достаточно сложная. То есть и вот весь этот, на самом деле, открою секрет, эта работа где-то на процентов 25-30 недоделана. Да. Да, то есть там еще были некоторые, просто из-за того, что мы вынуждены были на этом уже завершиться, чтобы я его монтировал, там должна была быть еще сцена с машиной, он там протез опыт, он на Тесле должен был ездить, и там еще одна локация, смена локации, вот. И вот делаю из того, что есть. То есть даже монтаж, если посмотрим, он достаточно линейный, то есть нету какой-то выраженной истории. То есть Песня не о любви, песня не о родине. Мы сегодня замечаем, да, не только сегодня, в принципе, всегда мы любим петь о родине. Мы родину все любим, поем о родине. Почему? Потому что эта тема цепляет, либо эта тема в последнее время уже не цепляет, но почему мы в большинстве случаев поем о родине? И как вы вообще к этому относитесь? ну, это беспроигрышный вариант в первую очередь, да. Но это цепляет еще до сих пор? Да. Ну, знаете, я снимаю тоже такие ролики, но, честно говоря, если это не талантливо, это иногда смотрится или звучит как манипуляция немножко. То есть такие больные точки, на которые давят, и все говорят, не могут ничего сказать, кроме как «О, машалла, как хорошо». А продукт плохой, понимаете? То есть, и я считаю, это не совсем честно. То есть использовать... Это, знаете, вот Лев Николаевич Толстой, у него такая фраза была. Последнее убежище негодяя — это патриотизм. Понимаете? То есть хвататься за патриотизм для того, чтобы найти какую-то выгоду, ну, это некрасиво. Вот. Но когда мы используем, допустим, вот с Бекиром, допустим, используется вообще не та тематика, которую наши крымские татары как бы настроены. С другой стороны, это хорошо, потому что у нас какого-то роста нет.
да, нужно любить Родину, нужно про любовь делать какие-то проекты, но все, конечно, все упирается в креативность, талант. То есть на самом деле в искусстве, я думаю, во всяком искусстве, все истории давным-давно рассказаны. То есть это, как говорится, архетипичные истории, это вот библейские, там отношения между там, отцом и сыном, мама и дети. То есть вот эти вот модели, они давным-давно все рассказаны. Просто вопрос в том, с какой точки зрения это рассказано. Какое повествование. То есть оно может быть линейное, оно может быть нелинейное. Допустим, Квентин Тарантино, всеми известный режиссер, своим фильмом «Криминальное чтиво» раскрывает историю нелинейным образом. То есть из-за этого фильм получился таким уникальным. То есть он показал свой взгляд обрывками, и все поняли, понимаете? То есть талант заключился в том, что он дал новый метод и сделал это талантливо, и все это поняли. То есть важно в искусстве, что и самое сложное, наверное, это простая, понятная мысль. То есть сложно, но понятно. То есть, ну, это да, над этим надо. А можно спасти плохую песню хорошим клипом, либо наоборот? Да, это делается, сплошь и рядом, практикуется. Да, так это везде, в любом, мне кажется. Здесь, если просто взять плохую песню и использовать как рычаг клип, ну, в принципе, этот метод есть. А песню испортить плохим клипом? Ну, вот тут такое. Ну вот смотрите, допустим, возьмем сейчас известную песню, как эта группа была, Йолла. Это группа или песня Йолла была? Хамай. Хумай. Ну вот, башкирская эта группа. Ну смотрите, песня выстрелила. Насколько это хорошая песня, это, конечно, субъективный момент. Нравится кому-то, кому-то не нравится. У меня претензия первая, то что это сэмпл, это вся песня сконструирована, то есть она заимствована. То, что они ее сделали так, это, то есть они ее увидели. Они ее увидели, ну, это тоже талант. Как бы сформулировали и выдали. Это тоже да, уметь надо отдать должное. Но как идея, то, что оно взято, мне это немножечко не нравится. То есть я так не работаю, мне это не очень нравится. Если это было бы взято и переработано до неузнаваемости, то есть иногда бывает структура какая-то похожая, но сюжет, он измененный, тогда бы вопросов не было. Так вот, они сделали клип. В песне, как я понимаю, текст песни, он рассказывает какой-то эпос, кажется, если не ошибаюсь. Но когда мы смотрим клип, мы видим просто локации, горы, локации, какие-то свитки и еще раз горы. Там и конь. То есть не то чтобы испортили песню, а на том было поле, да, на чем можно было классно сформулировать какую-то идею, то есть эпос рассказать. Они сделали просто такой, как сказать, стоки, футажи. И не было выхлопа. А если представьте эпос, то есть рассказать историю какую-то, не обязательно это рассказывать именно актерскими какими-то методами. Можно было анимации это сделать. Сейчас нейросети, кстати, огромный плюс тоже для выражения каких-то идей. И не было, понимаете, того, что можно было сделать. То есть в этом вот так. То есть когда есть возможность выразить, но не видят, может, не увидели, не знаю. Ну вот такой пример. Сайгул достар, жоқ суаллер, бар суаль. Микрофонна мүмкін алса беріңіз. Мерием, вот сюда. Бuyurunuz. Селям алейкум. Алейкум селям. У вас клип 18 мая. Вы сказали, что там техника черно-белая на воде. Мүмкін олса, хотелось бы узнать, как называется эта техника, сағылыңыз. Тут там как бы ее названия какое-то определенное нету. То есть ее в тот момент, когда мы ее делали, ее практически не было. Была только французская реклама чернил
И там тонко так просто показано это. Мне просто понравилось, как бы. И я сам ее разобрал там, потому что сложно было, потому что Да. рисовать на бумаге водой. Контролируй тяжело. Да, надо контролировать тяжело. Во-первых, плотность бумаги, если плотность сильно большая, вода просто не проникает, она так и остается. Тоже неправильно. Но если она быстро проникнет в бумагу, я не успею капнуть чернила, и она не разойдется. То есть там надо было просто ее немного изучить, понять, как это работает. Ну и все равно в итоге, конечно, редко Но получалось. это не техника, которую прям обучают в университет. Да. Это что-то авторское. То есть. Сейчас уже мы Техника видим. Османа, Да. sayılı dostlar. Сейчас Какой? мы уже видим, в Инстаграме часто попадаются эти техники и делают, ну, название я не знаю, к сожалению. Sağ olunuz, buyurunuz. Меня зовут Амина, и я хотела сказать, что я тоже закончила Старокрымскую вторую школу. Ух ты. Это Османа, да? Да. А вы нет, да? Нет. Нет. Это Какую Космонавт. школу? Старокрымскую. Да. Maşallah. Это легендарная школа. Это правда. Я ее не закончил, я только до 5 класса учился. А, учились. Да. Ну, А я в подготовительном был. И Так, судьба. вот. И вопрос? Вопрос? да. У меня вопрос к Эдемура. Когда вы смотрите, во-первых, какими режиссерами вы вдохновляетесь? Вот, Да. кто вам больше всего нравится? И когда вы смотрите фильмы, вот на что вы обращаете внимание в первую очередь? То есть это визуал, это идея, история или это режиссерская работа? Сагунс. Хороший вопрос, сейчас эта тема будет развернута, видео скажется, надолго. Ну, на самом деле, и как и я уже повторюсь, в первую очередь идея. Дело в том, что... А можно еще раз? Какие там были элементы? этого? На что обращаете внимание? больше когда обращаю смотрите внимание, фильм? Какие режиссеры тебе нравятся? Да. Ну, в первую очередь, это идея. То есть, на самом деле, все зависит от того, как... Есть идея, и ее выражать можно по-разному. То есть, можно, на самом деле, заснять фильм на iPhone, поставить людей... Естественно, это сделать, если талантливо. Поставить людей напротив этого скорамы и отснять фильм. И он будет действительно хороший, есть хорошая идея и хорошая режиссура. Все зависит от идеи. На что я обращаю внимание? В первую очередь, это, наверное, работа режиссера с актерами. Понимаете? Там просто это целая плеяда людей, то есть это огромная команда, где режиссер должен отстаивать свои идеи. Вот как Осман я отстаиваю, только если я буду это в большой команде работать, я должен отбиваться от 50 людей, потому что каждый, это наше естество, хочет меньше работать, лениться. И вот с этими 50 людьми нужно отбиваться и держать планку. То есть, Я так вижу. да. Вот, допустим, есть режиссер Теренс Малик. Он не особо известный. За границей он известный. Здесь он не очень известный. Вот его есть фильм один «Древо жизни». Вот он этим фильмом показывает фильм таким образом, то что вроде мы и космос видим, но с другой стороны мы видим какие-то молекулы, какие-то микрочастицы. Он использует то, что раньше не использовали. Допустим, широкоугольные линзы, вот то, что у нас есть 0,5 на айфонах. Раньше на такую оптику никто не снимал. Не никто, очень редко снимали, а он весь фильм снимает. И это выражение нашего человеческого глаза. То есть, когда вот сейчас мы смотрим, мы видим широкое изображение, а не какое-то акцентированное. Теренс Малик, вот, используя линзы, используя в какой-то степени как документалистику в фильмах, рассказывает о жизни, то есть утрированно в какой-то степени через аллегории. То есть есть детская комната, которая находится в бассейне или в воде, из которой дверька открывается, из этой дверьки выплывает ребенок. Это аллегория рождения ребенка. То есть я не могу сказать то, что я прям все разгадываю или прям это жду и выслеживаю, но как режиссер мне в начале пути мне всегда нравилось это изображение, как всегда. Какие-то переходы, сейчас в Инстаграме эти вжухи, то есть очень много красивого изображения, но
контента в Инстаграме хорошего, качественного очень мало. Очень много манипуляций. Как мы знаем, вначале даже иногда какую-то провокацию делают, а потом рассказывают свой не совсем интересный продукт. Вот. А хороший режиссер, он формулирует идею, а выражение, то есть вот как, на какую оптику, на какими актерами, какую музыку будет использовать, это уже второстепенная задача. То есть в первую очередь, вот сейчас фильм вышел, допустим, «Формула-1» с Брэдом Питтом. Вот там нет сложного сценария. Но что мне понравилось в этом фильме, то, что он легкий, то, что он показывает динамику, то, что вот какая-то легкость была. Я пришел, получил удовольствие от эстетики, от вот этой, как сказать, такой какой-то ненапряженности, хотя там гонки, там напряженность. Показано вот это вот звук, динамика, вот эта вот мощь этих болидов. То есть режиссер хорошо сработал с материалом. То есть мы видим это все, мы чувствуем это. Если еще акустика хорошая, эти все проезды, это все как бы именно работа режиссера. То есть вот так. Так, и какими режиссерами вы вдохновляетесь? Ну, Терренс Малик, есть Стэнли Кубрик, есть один очень такой достаточно провокационный режиссер Михаэль Ханеке, есть режиссер Популярно, слушай. иранский, вот прекрасное кино, Асхар Фархади. Вот его все фильмы можете смотреть. Вот это тот самый режиссер, который не использует много ресурсов для того, чтобы передать смысл фильмов. У него в основном такие жизненные истории. Прекрасный режиссер. Там настолько, там, я не знаю, наверное, бюджет там $10 тысяч, наверное, если не 20. Ну, 20, может быть. Передает То есть, иранскую культуру, настолько показывает. хорошо. Вот я сам стремлюсь и вот работаю над фильмами, я стремлюсь к этому. Вот он небольшими методами показывает культуру, иранскую культуру. То есть прощупать вот эта особенность, и она прощупывается. Иранский кинематограф, он такой своеобразный, он очень интересный. Вот если будет возможность, посмотрите фильм, есть «Дождь» Асхара Фархади. Нет, Маджида Маджиди. Да. Это, я считаю, одна из лучших историй любви. Ну, как показано? Там парень и девушка никогда даже не сближаются. Там парень гастарбайтер и девушка там. Ну, там такая история, то, что вот ты смотришь, это вот прям такая романтика. Но через призму иранского кино. Я вот что хотела спросить. Для вас важно, чтобы вас представляли как именно крымско-татарских клипмейкеров, режиссеров, художника? Конечно. Важно это? Конечно, это, наверное, наша главная задача. То есть, как я говорил, вот в ролике то, что нас отличает от других. То есть показать так, ну вот как вот один, допустим, перечислял режиссеров, тех же самых, допустим, Хаяо Миядзаки, все его знают. Он показывает у себя в своих фильмах японскую культуру, так как, наверное, вряд ли показал бы американец или любой другой национальности. Вот. И мне кажется, лучше, кто сможет нам передать, показать, то есть наш народ, только мы сами. Это очень важно. Sayın dostlar, kene var mı sualler? Mikrofon beriniz. Şunda. Рушан, вот сюда. Поднимите руку, кому микрофон. Угу. Ассаляму алейкум. Все мы слышали, что вы по образованию юрист и филолог, а вот кинематографу профессионально обучались и изобразительному искусству. Нет, я изобразительному искусству не обучался. У меня бабам, он по образованию художник, азы показывал в детстве он, масляной живописи, ну нет. Дальше я сам, да, приходилось Я не учился режиссуре, и понимаете, в чем дело? С одной стороны, вот у меня один очень прекрасный знакомый, он сценарист в Турции. Я с ним общался, по поводу сценариев общался. Он говорит, не стоит учиться, потому что если тебя научат своему ремеслу. То есть креативности мало происходит. Ну, спорное, некоторым все-таки потому что надо. я, допустим, не учился, и некоторые моменты были настолько сложные, и до сих пор я сталкиваюсь с такими больше, наверное, техническими моментами.
И я не учился, да, и приходится эту тропу... Ну вот второй мой фильм, который я делал, это была такая своеобразная мини-школа. Ну, понимаете, в чем дело? Когда не учишься, действительно есть креатив. То есть как-то у тебя развязаны руки, да. Но с другой стороны, очень много нюансов, на которых ты отвлекаешься. То есть там, где можно работать над идеей, ты разбираешься там. Технически. Да. А Что есть с такое? кем советуетесь или чье мнение для вас важно? Именно в Да. кинематографе? Да, во всем можно. Это как в жизни. Любой совет. Здесь, естественно, как это все сказано и каким образом. В основном это, знаете как, это наблюдение. Я наблюдательный человек, и я наблюдаю, как к чему относятся люди. То есть я вот работал одно время в магазине, и приходит человек, собирает в кулек картошку. И можно увидеть, как этот человек определенным образом уже понимает, какой у него характер. То есть человек один будет тереть, там, смотреть на него, кто-то нюхает. То есть, и это все к тому, то, что да, есть свои нюансы везде свои. Но я не учился. Советуется иметь в виду Не именно знаю. профессионально с Да, кем-то? конечно. Вряд ли. То есть у нас есть уже фильмы, такие фильмы, достойные, полнометражные, допустим, если брать Хайтарму, допустим, наш. То есть там, где в месте, где нету, в принципе, культуры кино, то есть такой продукт, это очень круто. Советоваться прям есть. Советоваться в смысле с какими-то режиссерами? Ну вот вы, Профессионал. например, не обучались режиссуре, Да. может быть, вам нужны советы именно профессиональные. Ну, сейчас на самом деле фильмы, как я и сказал, наблюдательные. Когда смотришь кино, если смотреть фильм, знаете, иногда это бывает фильм, иногда бывает пытка. Ты смотришь, и ты не получаешь от этого удовольствия. Да. Там, допустим, произошел резкий монтаж, и ты ты отвлекаешься. должен понять, как это было сделано. Да, и Вы, такая в общем, профдеформация. Профессиональная демонстрация. спокойного фильма не смотрите. Ну вот Да. формулу я хорошо посмотрел. Кстати, вот один из таких нюансов, вот я заметил, это мое наблюдение. Если я не отвлекаюсь на то, как это было сделано, да, это хорошее. то это отличное кино. Да. Вот, допустим, «Джокер» фильм, первая часть, которая была. Я в этот фильм сильно погружался и не слышал музыку. И я считаю, что это хороший показатель того, что я погружаюсь. И я даже не слышу музыку, а это часть того, что я вижу на экране. То есть такой момент. Так, у нас есть еще вопрос. Менде бір сауал бар. Buyurunuz. Ну, во-первых, мне очень интересно, сау за этот вечер. Вопрос такой. Я дилетант, но мне хотелось бы знать, сколько у нас качественного продукта в процентном отношении. Да. Я понимаю, что некорректно там как бы называть. И второй вопрос отсюда вытекающий. Нужна ли музыкальная критика какая-то, да, чтобы был определенный рост в этом направлении? А первый вопрос по поводу чего именно вы говорите? По поводу фильмов? Видеоклипов. Видеоклип. Да, много ли продукта у нас качественного, профессионального, талантливого? Саволнос. Нет, это- Ну, В процентном в соотношении. процентном соотношении. Ну, мало. Мало, потому что, понимаете, в чем дело? Ну, мы, конечно, максималисты крымские татары, да, то есть если мы что-то хотим, мы хотим максимально, чтобы все было. Но на самом деле промежуток времени, как мы возвратились на родину, достаточно короткий. И я же говорю, у нас нет сформированной традиции там. Вот я знаю многих операторов, они не операторы по образованию, понимаете? Это все на коленке сделано. И это все к тому, что у нас нет инфраструктуры качественной, чтобы эти клипы создавались. И с другой стороны, нет запроса к хорошему продукту. То есть то, что снимается, этого уже достаточно. Хорошо это или плохо, такой субъективный момент, потому что вот даже я уже называл группу вот Йола, Хомай. Это было снято на телефон, если не ошибаюсь, или на камеру, один план. Вот. И видео стрельнуло. То есть произошел коннект, произошло то, что нужно, идея донесена. Вот. И контента у нас мало именно с точки...
Просто понимаете, в чем дело? Я же говорю, в основном это аматоры. Я тоже аматор. Но я стараюсь к своим работам подходить максимально критически. Или вообще не делать. То есть у меня с Манагат, ну, в принципе, такая философия. Или мы делаем действительно хорошо, или лучше не делать это. То есть у нас вот на грани это одна из работ. И вот эти работы были на грани, когда мы хотели уже бросить момент и не делать, потому что не получалось. То есть не получается достигнуть той цели, которую мы поставили. Но то есть, и если мы не достигли, мы вряд ли, может быть, одна из работ бы так и не вышла. Кстати, бывало такое. Да, бывало, но мы просто оставляли на Мне следующий кажется, год. в принципе, у нас все заточено под свадьбы, быстро-быстро. Да. И Да. Просто со сезону. стороны порой люди смотрят и кажется, как будто, вот ролик 20 минут, 1 минутка и все. То есть, а та работа, которая за ней проделанная, я не знаю, я не помню, кого это из художников такая фраза, и по поводу того, что просто его попросили что-то нарисовать, и он нарисовал быстро портрет, там за доли какие-то там минуты, и спросили, сколько они должны. И он определенную сумму назвал. Большую сумму назвал. И человек просто ошарашился и говорит, так это же всего лишь 10 минут твоего времени. Он говорит, 10 минут времени и 30 лет. 30 лет и 10 минут. То есть опыт. Опыт да. работы 30. То есть особенно, когда мы смотрим клипы, я не сильно, допустим, спец по монтажу. Я могу ему, допустим, посоветовать. Он советуется, я просто могу ему моментами сказать свое мнение. Но это большая работа, то есть помимо этого там еще есть color, там цвет, красить. Это все вот эта совокупность того, что мы видим в голливудских фильмах. То есть эта картинка. Там большая работа именно за кадром. То есть я поняла, клипы вы снимаете дорого. Да. Да. Честно признались. А Сава, еще вопрос второй был у вас. критика. Как, Нужна ли насколько, критика? Да. Ну, конечно, нужна. Честно говоря, у меня были... Я на самом деле пишу очень редко свои рецензии. Это нужно людей освещать. Просто критика должна быть не злостная, а конструктивная, наверное. Ее тоже надо уметь делать. То есть у нас критика всегда ассоциируется с тем, что кто-то кого-то нечистотами обливает. То есть, показать вот моменты, где нужно подтянуть, привести какие-то действительно весомые аргументы. Вот для меня было таким каким-то откровением, когда я начал знакомиться с творчеством Антон Дольный, есть такой кинокритик. Вот необычайно умный человек. Вот он раскрывает фильм, и он проводит такие параллели с историей, с музыкой, с какими-то характерами, с метальностью. То есть, когда слушаешь, просто необычайно интересно. Интересно даже с рецензией. Мы получаем какое-то определенное творчество с помощью рецензий. И в музыке, конечно, нужно. И это будет только таким импульсом Для лучшего продукта. Да, для лучшего продукта. Потому что у нас есть... на самом деле это хорошо. В нашем темпераменте, менталитете заложено не оскорблять человека, не унижать. И мы направлены на то, чтобы поддерживать своих там знакомых и этих соотечественников. Это хорошо. Но это иногда срабатывает не самым лучшим образом. То есть мы деградируем. Хорошо. То есть если бы я Усмана говорил, ну не всегда, конечно, но все же, если бы я Усмана говорил бы хорошо, я считаю, он бы просто уходил бы и деградировал бы в какой-то степени. Вот. И да, это неотъемлемая часть. То есть, если мы посмотрим, кинофестивали проходят, Каннский, Берлинский, Венецианский. И кинокритика — это очень важная часть творчества. Это очень важно. И вопрос, наверное, умение это правильно критиковать. У нас вообще есть критики, школа критики. У нас, мне кажется, нравится человек, все значит, он хорошо делает. Не нравится человек, и что бы он там ни делал, он делает это плохо. Какой-то конструктивный человек, который мог бы действительно... Компетентный? Да. Ну да. Есть у нас такие люди? Смотря в какой сфере, наверное. Ну, возьмем музыкальную. Музыкальную.
прям вот чтобы вещал, ну я не знаю. Ну, есть критика. Просто Нет, понимаете, в чем критик. дело? Критики, кто могли Критики, бы. да. И к кому Есть, можно было бы прислушаться? Я не знаю. Не, есть. Просто это в основном используют... На этой роли, как всегда, у нас же мы универсальные солдаты, крымские татары, вы все должны уметь. Это в основном музыканты делают. И, если честно, не всегда это происходит, как сказать, корректно и доброжелательно, наверное. В этом проблема. Я как ранее говорил, критика, она как-то вроде, да, может продукт плохой, но этот продукт может мотивировать делать что-то лучшее с помощью критики. То есть он раскрывает, говорит, вот здесь слабо, здесь хорошо. Вот вы говорили, компромисс убивает творчество. Вы Да. что имели в виду? Именно вот это вы имели в виду? Компромисс Что? нет. Это когда, допустим, Усманага делает там мазок, там, допустим, если он вот картину сделал бы, допустим, без контраста, допустим, вот облака, если не были бы контрастные, а просто белые, без заката, допустим. То есть, и он говорит, ну вот я могу сделать, допустим, контрастно, но мне нужно еще поработать. Я говорю, ну ладно уже, пусть будет так, пусть будет белый. То есть останавливаться, или, допустим, какие-то у тебя, допустим, ты не можешь подобрать какую-то, у тебя есть идея, но у тебя нет хорошего выражения этой идеи. И ты используешь что-то такое, как сказать, побочное, идешь на компромисс. Не идешь до конца своей цели, а идешь на то, что второстепенно. Нельзя сворачивать, идти да. к цели, какую ты поставил Но, изначально. Я же говорю, это все обусловлено тем, что когда ты ставишь завышенную цель, понимаете? Вот клипы, почему у нас нет хороших клипов? Есть, но мало, да? Потому что цели, допустим, человек приходит, говорит, мне нужно вот там за определенное количество денег сделать клип. И человек делает это только с коммерческих целей, получить вот там определенное денежное вознаграждение. А, допустим, я когда делал, вот у меня был такой, вот историю расскажу, и у нас времени много нет. Только если быстро, да. Была такая ситуация, то, что нужно было сделать одну работу, и я ее сделал. Я ее сделал таким образом, то, что я использовал подсознательно, я до конца это не осознавал. Есть такой художник Караваджо, где идет свет, у него такие рисунки, где свет бьет сверху контровой, такой сильный свет, и получаются такие тени. Вот. И я использовал такую технику, чтобы рассказать историю. Ну, принес человеку, а человек говорит, а что это за каморка? Я со своей стороны хотел показать таинство вот это, то есть там люди сидят, что-то делают, а он это воспринимает как какая-то каморка. Ему Не нужен... из плохих побуждений, да, а не просто... Он не понимает. Ему нужно что-то светлое, простое, понятное, то есть яркое. Вот. И вот так вот. То есть нет запроса хорошего. Мы сказали, что дорого снять клип. Вы можете назвать сумму? Примерно сколько нужно денег, чтобы снять хороший клип? Ну, вот смотрите, если Только мы... быстро. Хороший клип. Быстренько так. Хороший Цифрах, клип. пожалуйста, ответ. Ну, это... Сумму. Если действительно хороший, по моим меркам, это уже аж не Да, выдержал, микрофон не выдержал. В самом интересном моменте. Но это 500 000 рублей. Я говорю, это хороший клип, где мы с Манага работаем вместе, мы одеваем, мы... Если работает новый язык какой-то исключительно, это еще дороже. То есть это не просто взять и там накидать что-то, это большая работа, кропотливая. То есть вот так. Ну, и от девушек вопрос. Вы не женаты. Да. И какие же спутницы должны быть рядом с братьями Бейтулаевыми? Потому что я когда у Резага спрашивала, почему ваши сыновья не женаты, он отшутился, что вы много выбираете. Но все же, почему? И каких девушек вы видите рядом с собой? Знаете, я когда Ярослава Мудрого учился на первом курсе, у нас Галина Григорьевна, такая преподавательница, она еще живая, надеюсь, такая небольшого роста, прекрасный преподаватель, она преподавала теорию государства и права. И она сказала, человек – это биосоциальное существо. Ну вот мне нужен человек. Инсан галяса. Лязу. Да.
То есть тяжело. Человек как существо, это сложное существо. То есть, и сказать то, что вот так или вот так. Какие-то, да, Я здесь про фильмы вам говорю так широко, а про человека, как я могу сказать, вот такой. Это слишком будет как-то занижено для человека. В общем, Да, так, я солидарен. про с Эдемом Я все понятно. солидарен, Вы полностью также. с Эдемом солидарен. У нас, кстати, так с Эдемом частенько бывает так, то, что мы смотрим просто фильм, и то, что у меня в голове, Эдем порой говорит раньше меня, допустим, за 10 секунд. Ну, не всегда, бывает, конечно, как он сказал, драка. Не, Вы драка не вообще про доходит. девушек разговаривали? И снова Ну, как-то к фильмам перешли. Я к тому, то, что я считаю, то, что сложно какие-то параметры выстроить никогда. Это, то есть человек, который всю жизнь мечтал о каком-то определенном, о каких-то параметрах, которые у него он здесь, в итоге бывает совсем по-другому, и они счастливы, и я только рад за них. И мне кажется, так всегда и бывает. Не, бывает так, то, что человек все поставил себе определенную миссию, он потом к ней приходит, конечно. Ну, стоит отметить, это, наверное, Это казалось бы, чувство. да, это клише, но я всегда, и, в принципе, все мы оцениваем человека, когда он доброжелательный, добрый. Да. То есть человек может быть не интеллектуальный, но добрый. Добрый, Человек может быть взаимопонимание. не богатый, но он добрый. И вот эта доброта, она человека раскрывает. Да. И это прекрасно. Иншаллах, сіз де қаршыларсыңыз, өз омыр арқадашларыңызны. Тез-тез да бір суально сұрайым, это уже последний вопрос. Какие у вас творческие амбиции, и есть ли какие-то проекты, мечта, и будут ли там ваша крымско-татарская идентичность? И что это за проект? Да, если брать общий проект, это, конечно же, демо-кино. Мы хотим, стараемся и ставим себе цель, как бы мировое кино, которое не было бы стыдно за это, чтобы оно олицетворяло, да, оно, когда видя это кино, наш народ гордился бы. Sağ olunuz. Мен есешімді сөзні Қарадеңіз продакшн студиясының генераль мүдирі Эльзара Ислямовға бермек істер едім. Сайғыл достар, Эльзара ханымны қаршылайық. Вот так сюрприз. Держи, держи. Можно встать. Сага у нас наши дорогие Эдембей, Османбей, за эту приятную встречу, которая сегодня стала особенной, потому что мы сегодня, скажем так, более глубже, что ли, пообщались с такими красивыми во всех отношениях молодыми людьми. Красивыми не только внешне, хотя на это можно было заострить отдельное внимание, но красивые, конечно, прежде всего своим творчеством, своей душой, своими мыслями, своим патриотизмом. Вы по-настоящему, знаете, я вот вас слушала, вы действительно очень яркий, очень необходимый пример для нашего молодого поколения, которому вы показываете, как можно, знаете, соединить вот такое глубокое уважение к своим корням с абсолютно современным, стильным, свежим взглядом на творчество. Вот этим, мне кажется, вы даете хорошую скорость тому, чтобы нашу молодежь приобщить к своей культуре, заострить их внимание на богатейшей нашей культуре, о том, что ее следует изучать, за то, что ее следует хранить и просто как бы, как-то интерпретировать в любых отраслях, абсолютно, даже не обязательно это может быть связано с культурой. Сага у нас вот за ваш такой подход. Мы благодарим вас, естественно, за вот такой вклад в крымско-татарскую культуру. И, я думаю, что каждый из нас, кто здесь, и не только кто посмотрит, и все ваши поклонники, которые, может быть, не все еще далеко здесь собрались, они будут с удовольствием дальше наблюдать за вашим творчеством и, конечно же, ждать новых, красивых, мощных работ. Сага у нас. И вам большое сауна, все, что организовывается такие мероприятия. Çok sağ olunuz. Sizге ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Men eminim ki daha çok parlaq ishlarni ko'rarmiz.
Урметli musafirler, kelgeniz için çok sağ olun. Sizge hayırlı akşamlar dileyimiz. Evet, akşamımız devam ete. Kelip mana bu işlerini baka bilesiniz, foto çeke bilesiniz. Hepinizge teşekkürler bildiremiz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Çok sağ olun.